Всем привет! Сегодня состоялась очередная встреча делового клуба «Масштаб». Главная тема нашей встречи сегодня – это персональный бренд, личный бренд. Мы пригласили эксперта в этой сфере, Миру. Она предприниматель и соосновательница компании Mindbrand. Она провела очень активный, яркий, интересный воркшоп с заданиями. Сегодня мы смогли увидеть себя глазами других людей. Одним из заданий было дать обратную связь тем, кто с нами в команде, и выслушать, что они думают о нас. Смотрите, мы можем разделиться где-то по 5 человек. Попробуйте вот друг с другом так разделиться по 5 человек и сделать такое небольшое упражнение. Спросите этих людей, какие желательно, чтобы люди вам не были знакомы. То есть у близких людей бывает такое искажение, это не будет репрезентативно. Спросите их 3 прилагательных, с которыми вы у них ассоциируетесь. Личный бренд, вообще бренд, он всегда существует, осознанно или неосознанно. Вы сейчас являетесь личным брендом уже, но, возможно, он сформулирован правильно или, может быть, неправильно. То есть личный бренд, он должен помогать достигать вам личных целей, но вы иногда неосознанно можете транслировать те вещи, которые вам мешают достигать ваших целей, мешают повысить стоимость ваших услуг, продвигаться по карьерной лестнице, привлекать нужных партнеров. И сейчас, вот когда вы смотрите на те прилагательные, которые чаще всего встречались, вы подумайте, они вам помогают или мешают? И как-то поймите, вот с вашим профессиональным образом, этот образ, который вы формулируете, он как-то вяжется или не вяжется? Вот. И сейчас, если у кого-то есть какие-то... Ну, кто хочет на чьем примере разобрать личный бренд? Кто хочет? Давай. Расскажи, какие у тебя самые распространенные были прилагательные, которые... Я записывал целенаправленно. Первый, здравствуйте. Можешь, как тебя зовут? Меня зовут Ленар. Да, давайте похлопаем. Спасибо. Видите, у меня даже телефон из рук выпрыгивает. Меня охарактеризовали как разговорчивый, незастенчивый, смелый, самоуверенный, добрый, инициативный, организатор и активный. Они все примерно в одной плоскости, да, с чем-то активным и таким коммуникативным связан. А скажи, а кем ты работаешь? Какая у тебя экспертиза? Я работаю инвестиционным юристом. Инвестиционным юристом. Интересно. А скажи, какие качествами нужно обладать инвестиционный юрист, чтобы достигнуть успеха? Чтобы формировать доверие у своих работодателей и клиентов? Да, нужно брать инициативу в свои руки, чтобы показать человеку, как надо сделать. Хотя бы вариант ему предложить, потому что зачастую люди не понимают, как структурировать эту сделку, и нужно ему четко, понятно объяснить, что надо сделать вот так, вот так, вот так. Второй вариант вот так, вот так, вот так. Вот. Минусы и плюсы на каждой стороне. Взять ответственность за то, что ты ему предлагаешь, и довершить его до конца. И при этом еще и своим коллегам, подчиненным тоже донести суть вопроса, как надо это все реализовать. То есть ты регулируешь сделки, помогаешь сторонам договориться, и примерно так, да? То есть во что вкладываться, какими долями входить, какое будет распределение? Да, примерно так, да. Скажите, а вот, например, у тебя были больше связаны с коммуникациями, то есть с такой общительностью, но как ты думаешь, какие еще, может быть, атрибуты добавить в это описание? Да, чтобы усилить именно твою карьеру. Ну, наверное, юристов все видят некоторую такую заученность и педантизм, выверение запятых, наверное, мантию какую-то, да, еще и шляпу такую, может быть, какой-то. Достаточно костюм. Да, костюм. Наверное, такие качества люди ищут в юристах. Если кто-то еще добавит, я буду только благодарен. Ну расскажите, а вот какое ваше мнение? Вот какому бы юристу, вот, например, представьте, что у вас будет компания, какому бы юристу вы доверили... Мира, чтобы глубоко не заходить, я еще добавлю здесь, что у меня есть еще свои проекты, которые я там участвую от 10 до 40%. И как инвестор тоже выступаю, и как акселератор в проектах. Интересно. Наверное, вот эту сторону тоже, наверное, стоит развивать. Когда там молодые ребята или команды, которые там ищут денег, то мы помогаем им выходить на рынок. И, видимо, вот здесь вот инициативность и организаторские мои навыки, они, наверное, тоже ценны. Да, они ценны. Ну, вообще, вот, то есть, наверное, вот это вот брендное больше, да, еще продвигательство я изначально не упомянул.
Да, это разные роли, ну то есть это чуть позже я к этому вернусь, это разные роли для позиционирования. Раздвоение личности, от этого проблема, из-за этого я и пришел, чтобы эту коммуникацию вовне, это все тоже структурировать. Поняла. Но вообще в целом у кого-нибудь сейчас есть что-то, например, добавить по поводу Я готов к любой критике. Да. Ну, или наоборот, Сегодня я пришел без стрел. Но если мы говорим о юристах, то они, как правило, ассоциируются с такими конкретными, серьезными, четкими людьми. Это, как правило, целеустремленный человек с очень структурным мышлением. И поэтому, если мы смотрим на внешний облик, естественно, мы ожидаем, что он будет такой с портфельчиком, в костюме, с начищенными ботинками, белоснежная рубашка, галстук, все как надо. Да, то есть ассоциация, как правило, с юристами лично у меня такая. Да. Поэтому я, конечно, никак его не ожидаю увидеть в поло, но у нас сегодня встреча без галстуков, поэтому все нормально. Я никаких претензий не имею. Но если мы говорим о юристах, то у меня лично ассоциация именно такая. Спасибо за фидбэк. Да, пожалуйста. Да, по сути, это есть ряд профессий, в которых очень важно, например, поддерживать костюм, который придает тебе форму, и темные цвета, для того, чтобы ты мог с клиентом выдерживать такую дистанцию, потому что это всегда помогает как бы повышать стоимость твоих услуг. Но с другой стороны, у него есть другая роль профессиональная, это инвестор и человек, который должен привлекать, например, другие стартапы, чтобы он мог в них инвестировать. Там скорее более свободная должна быть, менее такая, меньше дистанции. Но это уже нужно для более глубокого разбора личного бренда. Но в целом у тебя все хорошо, то есть видно, что ты приятное впечатление на людей производишь и... Пока не выгоняют, да? Да, спасибо. Да, давайте еще раз с ним похлопаем. А кто еще хочет поделиться какими-то своими инсайтами от этого мини-исследования? Есть кто-нибудь желающий? Ну, давайте я тогда. Давай. Сегодня вот я попала в круг людей, которые меня практически не знают, и они, вот как меня увидели, так и сказали свое мнение обо мне. В большинстве своем совпали мнения о том, что я организованная, смелая и целеустремленная и инициативная. Тут еще добавили, что я не стесняющаяся, не пускаю на самотек дела, активная, добрая и красивая. Это все, что мне сказали. В целом, моя работа... одно из направлений моей деятельности, помимо делового клуба здесь, помимо его организации, я координирую крупные молодежные проекты, которые проходят не только в Москве, но и в регионах. И я координатор проектов в Ассоциации содействия ООН, и я работаю в МГИМО, я там тоже координирую некоторые дела. Вот, то есть по жизни в целом я координатор, организатор, идейный вдохновитель, и в целом, мне кажется, у меня все совпадает с моими характеристиками личностными, поэтому у меня получается это делать. Да, мне кажется, я согласна. Я такой самоанализ взяла и провела за все. Ну, на самом деле, она сейчас очень хороший пример показала, то, как вы должны проанализировать ту информацию, которую вы получили. Если вы возьмете более широкий круг, то, например, при личном общении вы получите более честный фидбэк. То есть я, например, вам советую взять тех людей, которые более-менее для вас авторитетны и которые вас близко не знают. И около 30-40 человек спросите у них, какие вы несете стереотипы о себе. И тогда это позволит вам усилить вашу коммуникацию с другими людьми. То есть позволит вам, то есть если вы увидите, может быть, какие-то слабые у вас стороны есть в личном бренде, есть какие-то сильные стороны, вы сможете подумать, как над ними работать. Но этот аудит — это всегда первое, с чем начинают работать над личным брендом. Вот скажите, как вам? Полезно было это? Да, очень. Супер, круто. На самом деле это такое одно из немногих самых полезных в брендинге практических таких упражнений, чтобы вы сразу могли понимать и работать уже над своим личным брендом. Давайте, может быть, я вам сейчас... А как вообще, то есть после этого у вас понимание личного бренда, оно как-то изменилось? Вот мы сначала пообщались о том, что такое личный бренд, а сейчас вот после этого практического упражнения, может, у вас какое-то новое понимание появилось? Вы прям ощутили, как оно формируется у вас? Мнение, ваш бренд? Давайте смелее. Кто-нибудь хочет? В принципе, те качества, которые рассказывали, я согласна с ними. То есть именно то, что я о себе думаю, что люди говорили. Ничего неприятного никто не сказал. А ты хотела услышать неприятное? Жесть какую-нибудь. Это было полезно, наверное. То, что, возможно, мне мешает. Смотрите, я вот как раз сейчас мы небольшую часть личного бренда разобрали, но перейду к такой, есть такая формула личного бренда. Смотрите, здесь репутация, экспертиза и популярность. Я сейчас подробнее про каждый расскажу.
Мы только одну часть сейчас затронули, это репутацию. Вот, всем видно? Репутация, экспертиза и популярность. Вот репутация – это как раз стереотипы и обещания, которые вы даете. То есть вы своим внешним видом, своей, не знаю, речью, своим языком тела даете какие-то обещания людям. И после этого очень важно, как вы их выполняете. Например, вы говорите, ну и внешне показываете: я инвестиционный аналитик, я инвестиционный юрист. И дальше очень важно это обещание выполнять. Либо я сейчас очень хороший пример приведу. Например, девушка, она там диетолог. И она дает такое обещание в виде результата. Она говорит: если вы придете ко мне, я очень крутой диетолог, то через месяц вы там похудеете на 5 килограмм. Ну вот есть люди, которым это было бы интересно? Ну вообще как бы классный результат. Вот, и она дает такое обещание. И то, насколько она выполняет это обещание, и есть ее репутация. Это очень важная составляющая бренда. Вы сейчас какую-то часть о себе узнали, какое вы формируете обещание у других людей. Сейчас попробуем поточнее это сформулировать. Вторая часть – это экспертиза. Это, по сути, это ваша суперсила. Давайте на чем-нибудь примере попробуем. Вот, может быть, давай на твоем примере. Какая у тебя суперсила? Экспертиза. Ну, то есть в чем ты эксперт, в чем ты лучше всех? В профессиональном плане? Ну, да, профессиональном. Ну, может быть, в музыкальной, если в сфере. Ну, скорее на то, на чем ты можешь монетизировать, зарабатывать деньги. Зарабатывать, да, но это и есть, да. Музыкальная сфера, это я знаю все от создания инструментов, как обслуживать, ремонтировать, продажами занимаюсь, музыкальные инструменты. А если более емко сформулировать: я эксперт, я музыкант, или я человек, который прям спозиционируется более как в одном приложении, более четко. Я разбираюсь в создании музыкальных инструментов и в использовании, по обслуживанию. А примерно можно? Пианино, рояль, да. Настройка. Нет, да, и как они изготовление. То есть ты, по сути, можешь, например, на заказ любому здесь человеку изготовить, да, музыкальный инструмент? Ну, в принципе, я и занимаюсь, да, то есть мы продаем же инструменты под заказ. Так. Вот, это твоя экспертиза, ты в этом лучше всего разбираешься. То есть это очень важно, чтобы среди ваших конкурентов ваше обещание, оно звучало уникально. Поэтому давай попробуйте, подумайте, как вы могли бы себя спозиционировать более уникально. Вот с каким словом вы хотели, чтобы ваше имя ассоциировалось? Можно смело очень. Уникальный. Какой-то уникальный товар. Да, какое-то уникальное предложение, уникальное обещание, что-то такое прям цепляющее должно быть. Но правда. Правдивое, но уникальное. Потому что это вам поможет, на самом деле, потом оставлять такое яркое впечатление у других людей. Давайте, кто-нибудь хочет? Может быть, снять? Может быть, ты попробуешь? Нет? Все такие скромные сегодня собрали стихи. Одни скромные. У меня широкий спектр. Как я могу в одно слово это ввести? Допустим, женская одежда, это слишком просто. Женская одежда, она со многим ассоциируется. Это слишком общее. Допустим, у меня есть категория, что я, как бы, категория, как бы, еще одно направление, что я расписываю шелк. Но эти вещи, они не так часто встречаются в одежде, как бы это одно направление, а одежда другое направление. Подумай, знаешь как, какой результат ты можешь любому человеку гарантировать. Вот если он к тебе придет, понимаешь, дизайнеров одежда, которая ему точно идет. Ну, это субъективно. То есть ты обещаешь ему, что ему точно подойдет одежда. Да. Она будет подчеркивать его достоинства и убирать недостатки. Ну, типа, да, я вам гарантирую, что вы от меня уйдете с тем стилем, который вам точно будет идти. Но здесь вот как бы это очень опасное обещание, вот не советую такое говорить. То есть... Это касается вкуса, да. Я же выслушиваю перед тем, как одежду создать, я выслушиваю, что он хочет, и что он хочет спрятать, что хочет подчеркнуть. Ну тогда да, можешь, в принципе, формулировать такое обещание, что любая девушка, которая ко мне придет, она уйдет от меня со своим уникальным стилем, который будет идти. Может быть, кто-нибудь еще попробует? Слушайте, а вот инвестиционный юрист, насколько это размыто? Учитывая, что я в бэкграунде юриспруденции 12 лет и в инвестициях, и конкретно финансовые сделки, еще крипта. И как вот эти вот три вещи соединить? Думаю, как... Крипте ты как инвестор? А? Крипте как инвестор? Да, у нас еще криптофонд. Криптофонд? Да. Ну то есть ты, по сути, свой фонд? Да, но я бы не хотел связаться с битком, потому что неоднозначное отношение к нему у людей. Я поэтому думаю, что это в инвестиции. Ну, я бы формулировала, ну смотри, у тебя несколько целевых аудиторий. Первая аудитория – это у тебя, вот если брать тебя как основателя венчурного фонда, да, ты же, по сути, венчурными инвестициями занимаешься,
у тебя есть две самые важные целевые аудитории. Это стартапы, для них ты позиционируешься как человек, который взрастит его, то есть ты основатель венчурного фонда. А есть люди, которые капиталом обладают, тебе важно от них привлекать свой, как капитал в свой фонд, ты для них позиционируешься как человек, как менеджер, как управляющий фондом. Вот. И это два позиционирования очень сильных. Здесь, правда, не очень. Для усиления, вот для этих двух ролей ты можешь усиливать, говорить: слушайте, я знаю, как управлять вашими деньгами, потому что я много лет был инвестиционным юристом. Я знаю, что такое финансовые сделки, я знаю, что такое слияние и поглощение. То есть, понимаешь, да, твой бэкграунд и твой опыт, и твои кейсы, которые... На какую сумму сделки ты проводил как юрист? У тебя можно там сумму указать, там, миллиард, там, не знаю, сколько миллионов было долларов или рублей? Ну вот, смотри, то есть это круто звучит. Такой говоришь, пишешь о себе: я основатель венчурного фонда в прошлом. В прошлом проводил сделки на 50 миллионов долларов. Звучит круто. Ну, то есть, понимаешь, да, не позиционируй себя как юриста, если ты не планируешь быть юристом, но используй это как усиление своих двух ролей. Для стартапов, почему они должны к тебе прийти, и для тех людей, которые тебе доверяют свой капитал. Вот. Кто-нибудь, может быть, тоже хочет так провести какой-то, такой разбор, анализ на практике, потому что у меня вот особенно с инвестиционным рынком довольно большой опыт именно позиционирования, вывода личности на такое информационное пространство, чтобы о нем писали потом СМИ деловые. Да. Я такую штуку хотел бы добавить, что у меня Булат зовут, что вот люди разные все, и важнее бывает угадать психологию человека и вот под нее подстроиться, потому что у каждого что-то свое в голове, и просто прочитать его и подстроиться именно под этот образ, вот, потому что кому-то важно, кто-то реагирует на слова, кто-то ему слова вообще не важны, дайте ему графики и таблицы, кто-то любит, чтобы человек строго одевался, да, а Тинькофф говорит, что люди, которые в пиджаке к нам приходят, мы таких не берем на работу, да, то есть это, Смотри, это очень хороший вопрос. Вот обратите внимание, на самом деле это прям очень крутой вопрос, потому что он прям подчеркивает, что для всех нельзя всем понравиться, нельзя на всех старгетироваться. Если ты для всех, то ты ни для кого. Но, например, на твой вопрос отвечаю, смотри, тебе нужно понять, кто твоя целевая аудитория. Очень четко, прям этих людей, прям аватар описать этого человека. Куда он ходит, чем он увлекается, как он выглядит, не знаю, например, где он отдыхает, какие книги читает. Ты очень четко понимаешь область этого человека. А потом, самый простой пример, как можно понять, например, как для него хотя бы выглядеть. Ты смотришь, изучаешь СМИ, которые он читает, журналы, например, и смотришь, как там кодируется тот образ, который ты хочешь на него произвести. Например, как для него кодируется профессионализм. Я с тобой абсолютно согласна, что для Тинькова, например, такого нового поколения предпринимателей, это будет нечто другое, чем, например, для таких, которые, около государственных структур, для Сечина, например. То есть очень важно понимать ту целевую аудиторию, для которой вы хотите показать, что вы... Не знаю, может, давайте на примере каком-то разберем, как можно по-разному для каждой целевой аудитории спозиционироваться. Давайте на каком-нибудь новом, может быть, Булат, может быть, на твоем примере? Расскажи поконкретнее, смотри, какая у тебя суперсила и для кого ты хочешь показать, что ты эксперт? Творческая отвага, безоглядная увлеченность, поиск нового, никогда не бывшего. Последнее что? Поиск нового, никогда не бывшего. Никогда не бывшего. Да, это я увидел такая, где парк Горького, там есть подсветка такая. Я когда это прочитал, то есть, это очень резонировало. Там люди, можно сказать, что это мой статус. Как еще раз? Статус. Бывает же как статус ВКонтакте, я бы себе такой поставил. Расскажи подробнее, чем ты занимаешься? Это слоган, который сейчас. Творческая отвага, безоглядная увлеченность, поиск нового, никогда не бывшего. Вот такое. Расскажи, чем ты занимаешься? Я занимаюсь маркетингом в сфере диджитал. Я работаю в компании Фонд Платформ.
Вот. Эта компания работает в сфере блокчейна, и его сейчас нельзя рекламировать по официальным каналам. И мы выдумываем просто сумасшедшие вещи. Вот. То есть, мы придумываем нестандартные ходы в маркетинге, то, чему тебя не научат, нигде об этом не расскажут. То есть мы просто сидим это и продумываем, и потом реализовываем. Вот. И это все связано там с программированием, с роботами, которые творят чудеса, скажем так. Опиши тогда своих заказчиков. То есть, по сути, у тебя заказчики, опиши, как они... Это руководители компаний, которым нужно продавать свой продукт, продвигать его тем или иным способом. Да, то есть вы владелец чего-то, и вам надо увеличить продажи. Вот. То есть это либо SEO, либо фаундеры. Понятно. И вот ты до этого говорил про блокчейн. У вас широкий, то есть вы маркетинг оказываете всем компаниям, да? Средний, малый бизнес или... Наша компания занимается тем, что делает софт для трейдеров и фондов инвестиционных, которые работают в сфере блокчейна. Вот. Это автоматизация процессов, там отчетность, чтобы не на Excel была, чтобы в режиме реального времени, например. Потом бирж, их много, на которых торгуют. И вот чтобы не надо было на 10 разных заходить, а чтобы из одного окна можно было на 10 торговать. Смотри, я правильно поняла, что одна из целевых аудиторий, если ее так узко прямо описать, это трейдеры и фонды. Да, блокчейн. Да, в сфере блокчейн. В сфере блокчейн. На самом деле это очень четко описана аудитория. Я бы на твоем месте нашла бы прям этих людей и провела бы с ними фокус-группу на тему того, какие ключевые у них факторы выбора, то есть на что они обращают внимание. Они обращают внимание на знания. Вот. Я на собеседование пришел в рваных шортах, футболке и кроссовках. Вот. И вообще я туда не очень-то хотел устраиваться на самом деле, и так пришел, поскольку меня пригласили. И я видел, что приходили ребята все в костюмах и так далее, вот, и, то есть я потом спрашивал, я так пришел, очень небрежно отнесся, почему. Он говорит, ты показал компетентность. То есть им без разницы, они начинают задавать вопросы, и если ты, ничего не отвечаешь, они все технари, и они на внешнюю оболочку, они не клюнут. Вот. И поэтому, когда вы стали говорить про как себя позиционировать, одежду, я встретил просто другой пример, что люди на внешность там не реагируют вообще. И поэтому посчитал. Почему? Это, наоборот, то же самое подтверждает. Просто, не дошли до той части, что у тебя определенная целевая аудитория, у нее ключевой фактор выбора не костюм. Для них профессионализм не кодируется, в строгую одежду или, какую-то белоснежную рубашку. У них кодируется в компетенции, в твои прошлые проекты, да, например, твое образование и в то, насколько ты рассуждаешь, мыслишь и понимаешь, да. И наоборот, даже, возможно, для них плюсом выглядит, что ты так расслабленно одет, например, что ты в шортах и не обращаешь внимания на такие атрибуты. Смотрите. Да, я прошу прощения. Например, инвестор, который во что-то вкладывает деньги, та сфера, которую ты ему предлагаешь, он будет в ней, может быть, скорее всего, некомпетентным. И он будет стараться понять тебя по каким-то косвенным признакам. В том числе и по одежде. Да. Но это как раз, смотри, это же очень важно. Я для чего я сказала, что фокус-группа? Есть такое важное слово, что в личном бренде это доверие. Вот он сейчас описал, как он формировал доверие у своего работодателя с помощью каких-то кейсов. И вам важно, например, когда вы видите человека, на которого вы хотите произвести впечатление, даже если это, например, девушка, которую вы пригласили на свидание, вы с ней общаетесь и считываете у нее, что для тебя такое доверие? Его человек спрашивает, он говорит, доверие для меня это, и он перечисляет. И когда вы видите конкретные такие примеры, вы стараетесь это использовать в своей речи, в своей внешности. То есть вы изучаете свою целевую аудиторию. Например, вы можете попробовать, что для тебя доверие? Доверие это как? Это как у тебя вызовет доверие? Быть понятным для меня. Если я человека понимаю, я ему доверяю. А что значит быть понятным? Я понимаю, что им движет, какая у него психология, что для него важно, что не важно. Вот. И не важно, что им движет, важно, чтобы ты понимал это? Я понимаю его систему ценностей, и я понимаю, что будет им двигать, в каких ситуациях, да? Как он воспитан или еще что-то. То есть я понимаю внутреннюю психологию, и если я понимаю его,
Даже если он будет непорядочным, я буду это знать, и я буду закладывать просто соответствующий риск. Вот. А бывает так, что вот человек вот вообще непонятный, и ты не знаешь, что от него ожидать. То ли он надежный, то ли он ненадежный. А потом он может быть надежным, но, например, вы с ним просто не сработаетесь, потому что вот он вот не понимает языка слов, а ему надо вот все вот там через CRM-систему подавать. Вот. А ты этого просто не понимаешь, ну ты этого не будешь знать, потому что ты вот не раскусил, да, его натуру, и вы не сработаетесь, да, при этом он может быть хорошим человеком. Вот. Да, и да. все. Вот как раз, смотри, вот вы понимаете сейчас, насколько важно, например, формулировать свой личный бренд правильно? Он сейчас сказал про такую предсказуемость, да, некоторую понятность человека, прозрачность его системы ценностей. Вот личный бренд, он как раз позволяет вам, остальным людям, ну просто раскрыть все карты, чтобы он точно видел, какой вы человек, что вами движет, что для вас хорошее, что плохое. И тогда вы не будете время друг друга тратить. Вы, по сути, будете, ну, как бы притягивать к себе именно тех людей, которые вам близки по ценностям и которым вам по пути, по сути. Ну вот, как бы это очень хороший пример сейчас был. То есть вот тебе это важно, но по сути это всем людям важно, потому что все люди стремятся к такому порядку, ну как упорядоченности, к такой прозрачности и понятности. Вот. А может быть кто-то еще? Ну, спасибо большое. Да, Хотите еще как-нибудь попробовать на каком-нибудь примере разобрать или дальше, ну как бы пойдем по упражнению? Дальше хотите? Ну да. Хорошо, давайте дальше пойдем. Так. Давайте я вот так вкратце расскажу про, если вы дома будете формулировать для себя свой личный бренд, из чего он примерно состоит. Здесь у меня карта личности, к сожалению, на большом экране не могу показать, но здесь показаны те вещи, которые у вас должны быть сформулированы и должны быть в одной общей системе, ну как бы с друг другом быть в одной системе. Это экспертиза, то, что мы сейчас на некоторых примерах формулировали, то есть, например, кто я такой и в чем я экспертен, чтобы другой человек всегда знал, по каким вопросам к вам можно обратиться. Вторая часть – это то, что вот мы с Булатом обсуждали, это платформа бренда, это мои ценности, моя миссия, мое видение, как я смотрю на мир, что хорошо, что плохо, что мне важно, ну вот, это чтобы как фильтровать людей, с которыми вам лучше работать или нет. Это ваше имя. Вы иногда можете сменить свое настоящее имя и какое-то уникальное другое выбрать, ну, если вот так требует того цель. Это ваша внешность, это тоже совокупность внешности. Вы либо меняете их, либо усиливаете как-то ваши природные данные. Это ваш стиль, это тоже за много отвечает, но иногда это, в принципе, не так уж и важно. Это ваша стратегия поведения на публике и при личном взаимодействии. То есть с некоторыми... как бы с некоторой аудиторией важно, например, придерживаться этикета, с другой это не важно. И ваши коммуникации в онлайн, то есть как упакованы ваши социальные сети, может быть, у вас блог есть. Так, давайте перейдем. Ну еще вот очень важная вещь, как бы важный такой тренд, как бы инсайт. Сейчас очень мало конкуренции среди личных брендов. То есть среди коммерческих брендов большая конкуренция, а среди личных нет. И по сути... До сих пор считается мало? Да, считается очень мало. Ну, например, вы любую сферу возьмите, вспомните какого-то человека, ну вот прям ярко, который обозначил, что он там номер один и он самый лучший. Дизайн, по-моему, таких. Дизайн, ну вот фэшн, он быстрее чуть-чуть идет, но все равно там тоже мало, например, если сравнивать с коммерческими брендами. То есть мало очень людей, чтобы все вспомнили. И у вас сейчас как бы есть уникальная возможность, чтобы вы в своей сфере стали лучшим и притянули к себе очень много клиентов, стали больше зарабатывать, повысили свой средний чек. Ну вот сейчас самая лучшая возможность, потому что потом, скорее всего, ниши будут наполнены другими личными брендами, и уже это будет намного тяжелее делать. Таким образом, благодаря тому, что теперь мы уже знаем мнение окружающих о нас, мы можем сформировать их мнение в дальнейшем. Мы сможем подкорректировать, может быть, какие-то свои внешние характеристики или то, как мы что-то говорим или делаем. Так как в рамках одной встречи все упражнения выполнить невозможно и полностью себя переформатировать невозможно, мы решили пригласить Миру и провести целую серию встреч для того, чтобы сформировать качественный личный бренд. Мы всех приглашаем на наши дальнейшие встречи делового клуба. Пожалуйста, регистрируйтесь и приходите к нам.